Позиция Ахля Сунна валь Джамаа, относительно этих разногласий, которые случились, этой фитны, которая произошла, этих войн между сподвижниками, она заключается в двух вещах, то есть два пункта. Первое. Ахля Сунна валь Джамаа воздерживаются от разговоров по поводу того, что произошло между сподвижниками. Это нужно запомнить каждому, чтобы воздерживаться от всяких разговоров по поводу того, что произошло между сподвижниками. Воздерживаться от исследования этих вопросов. От того, чтобы искать хорошо в книгах, что же по этому вопросу сказано и так далее. Даже от этого. Только ученым, которые делают это, опять же, не для того, чтобы изучить, узнать, а для того, чтобы дать ответ и опровержение тем заблудшим группам, которые используют произошедший конфликт между ними для опорачивания сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а значит для опорачивания ислама. Потому что сподвижники, как сказано, они дверь ислама. Каждый человек, который хочет войти в дом, он что? Ломится в дверь. Он сначала ломает дверь, потом врывается в дом. Точно так же те, которые порочат сподвижников, на самом деле они имеют цель, что? Войти в дом, ворваться в этот дом и опорочить ислам. Итак, только давая опровержение вот этим людям, которые сеют смуту и порочат сподвижников, ученые могут изучать эти вопросы, но опять же как? Не так, что это давать этому огласку и выступать по этому поводу, хорошо? То есть первый принцип Ахля Сунна валь Джамаа в этом вопросе очень важно, это что? Воздерживаться от всяких разговоров и исследований того, что произошло между сподвижниками, ридвануллахи алейхим. То есть путь воздержаться, удержаться, спастись от этого, то есть молчание, не говорить. А говорить что? Говорить то, чему научил нас Аллах Субхану ва Тааля говорить. Аллах Субхану ва Тааля научил нас говорить в суре Аль-Хаджр: «Раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман». О Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере. То есть уверовали, стали мусульманами раньше нас. «Валя таджаль фи кулубина гиллян лиллазина аману». И не делай в сердцах наших ненависти по отношению к тем, которые уверовали. «Раббана иннака анта рауфур рахим». О наш Господь, поистине Ты сочувствующий, милосердный. Так, это первый принцип. Второй принцип – это касающийся тех асаров или тех преданий, которые переданы по поводу отрицательных качеств сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы должны отвечать на это как? Во-первых, тут тоже есть у нас 4 аспекта. Внимательно. Первое. Эти предания, среди них есть и много, и большинство тех, которые являются откровенной ложью, которые являются откровенной клеветой, которую придумали враги ислама. Для чего? Чтобы опорочить авторитет сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Среди этих асаров, среди этих преданий есть такие, в которые, это второй аспект, среди этих асаров есть такие, которым добавлено что-то, или из которых убавлено что-то. Хорошо? Которые изменены и отклонены от своего истинного содержания. Хорошо? То есть в них вошла ложь. В них вошла ложь. То есть они искажены, и на них не надо обращать внимание. Так, первое предание это какие? Вообще откровенно выдуманная ложь и клевета. Вторая, те, которые, может, имеют какое-то основание, но в них что-то добавили, убавили, исказили, изменили, и на них уже нельзя опираться и обращать на них внимание. Третье, это те, которые достоверные, переданы достоверные предания о чем-то, в которых упоминаются какие-то отрицательные стороны, недостатки, да, или какие-то действия отрицательные со стороны этих людей. Этих асаров, во-первых, очень мало. И таких действий с их стороны очень мало. Но даже если они есть, то они в них, то, что называется по-арабски ма'зурун, то есть у них есть уважительная причина. Почему? Потому что они сделали это, как мы сказали, на основе чего? Иджтихада, искреннего поиска правильного решения. И они могли оказаться в результате своего иджтихада либо правыми, либо муджтахид мухты, то есть муджтахид, который ошибся. Либо муджтахид, который оказался прав, либо муджтахид, который оказался неправ. Хорошо? Но мы знаем, что муджтахид, который оказался прав, то ему 2 награды, а муджтахид, который ошибся, то ему награда и прощенная
ошибка, как на то указывает Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе, который передан в обоих сахихах. Сказано, что «Иза иджтахада аль-хаким фа-асаба фаляху аджран». Если правитель или выносящий решение, да, человек сделал иджтихад, хорошо, и оказался прав, то ему 2 награды, а если он сделал иджтихад и ошибся, тогда ему 1 награда. 4-й аспект здесь относительно этих асаров, да, что даже если что-то с их стороны произошло, хорошо, со стороны сподвижников, алейхиссалату вассалям, то мы должны сказать, помнить о том, что они люди. Раз они люди, значит отдельные люди, они могут совершить что? Ошибку. Свойственна им ошибка, потому что они не являются маасумами. Маасум это кто? Маасум это тот, который обезопасен от прегрешений. Это пророки. Пророки, только они маасумы. Эти люди не являются маасумы. Они могут совершать какие-то ошибки. Но те ошибки, которые они допустили, и очень внимательно, они искуплены ими. Есть целый ряд обстоятельств, которые искупили их ошибки. Какие? Во-первых, тауба. То есть эти люди, сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они покаялись, а тауба, покаяние, оно стирает прегрешение. Тауба, она снимает прегрешение, как на то указывают доводы. Хорошо? Во-вторых, у них деяния, достоинства, которых нет у других. Хорошо? То есть те достоинства, те деяния, которые стирают их прегрешения, которые становятся причиной чего? Прощения. Потому что Аллах Субхану говорит: «Инналь хасанати», поистине благие дела, юзибна сайят, они удаляют плохие деяния. Какие у них благие деяния? Опередили всех в исламе. Они совершали джихад с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям, сопровождали Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть их достоинства, они поглощают полностью их какие-то ошибки и прегрешения, так что эти ошибки и прегрешения тонут в обилии их достоинств и изобилии. Это второе. Третье. Их благие дела, которые они совершают, их хасанаты, награда за них умножается во много раз, не как у других. То есть никто с ними не может сравниться в этом и в их достоинстве. Потому что, как сказано пророком саллаллаху алейхи ва саллям, они хайрул курун, они лучшие из поколений. Потому что один муд, потраченный именно на пути Аллаха пищи, хорошо, если он дал садака, лучше, чем гора золота, которая потрачена другими. Итак, это 3 вещи, которые искупают их прегрешения. Так, позиция Ахля Сунна валь Джама в отношении того, что произошло между сподвижниками Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Во-первых, мы воздерживаемся от разговоров по этому поводу и исследований по этому поводу. Говорим только что. То, чему научил нас Аллах Субхану Сура Хашар. Аллах, прости нас и наших братьев, которые перевели нас в вере и не делали в наших сердцах злобы по отношению к ним. Хорошо, к тем, которые уверовали. Это первое. Второе, то, что передано относительно их проступков, мы говорим. Первое. Во-первых, большинство того, что передано, это ложь. Во-вторых, если что-то передано, у него есть какое-то основание, то оно, как правило, то что-то добавили, убавили, исказили. Хорошо? Если что-то и осталось, а этого мало, передано достоверно по поводу их ошибок, то была причина. Была какая-то уважительная причина. У них был иджтихад, и они были муджтахиды. Значит, ошибка прощена, хорошо, а за иджтихад они получают награду. В-четвертых, те ошибки, которые они допустили, они люди, и они могут ошибаться. Они не являются маасумами, не являются безгрешными. Но те ошибки, которые они совершили, они искуплены 3 вещами. Какими? Первое – тауба, которую они сделали. Второе – их благие дела, которые они совершили, опередив других к этим деяниям. Да? Так что в их благих делах потонули, все их прегрешения, их не видно. Хорошо? А третье – это то, что их деяния, они не как деяния других. Муд, потраченный ими, лучше, чем что? Гора Ухуд, потраченная другими, золото. И шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, он говорит, все Ахля Сунна валь Джама и имамы религии, они не считают, что сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям или кто-либо из них был маасум, то есть обладал исма. Исма, то есть что такое исма? Непогрешимостью. Хорошо? Никто, ни родственники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ни те, которые опередили принятие ислама других. Нет, у них не было исма. То есть, он говорит, с их стороны могли совершаться прегрешения,
Но Аллах Субхану ва Тааля простил им из-за таубы и поднял их степени и простил им за их благие деяния, которые стирают плохие деяния. Хорошо? И по другим причинам тоже прощено им, говорит рахимахуллах. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлази джаа бис-сидқи ва-саддақа биhi улайка хумуль муттақун». Тот, который пришел с правдой и принял ее истиной, то есть принял правду истины, они богобоязнены. «Лахум ма яшауна инда раббихим». Им то, что они желают у их Господа, «залика джазауль мухсинин». Это награда благодейщим. Дальше сказано: «Лиюкаффир Аллаху анхум асва аллази амилу». Чтобы Аллах сделал кафар, то есть искупил, дал искупление тому плохому, что они совершили, и наградил их за лучшее из того, что они совершали. Что же касается врагов Аллаха и врагов Ислама, то они используют, как только могут, то, что случилось между сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям во времена этой смуты, разногласий или конфликтов. Для чего? Чтобы опорочить сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы опорочить их достоинство, их уровень, посягают на их неприкосновенность. И этот план, хорошо, который был разработан врагами Аллаха Субхану ва Тааля, врагами Ислама, он, к сожалению, поддерживается в современное время многими писателями, которые говорят о том, чего не знают, пишут всякие книги по поводу того, что писателями среди людей, которые относят себя к мусульманам, хорошо, говорят то, чего не знают, которые делают себя судьями и выдвигают себя на роль судей сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, того, что произошло между ними. Берут и одних называют правыми, других называют: нет, они не правы, вот он тут ошибся, без всякого довода, не имея на то никакой довод, а только на основании своих невежественных взглядов, на основании следования за своей страстью и повторяя те слова, те грязные слова, которые произносят ненавистники ислама, из числа востоковедов, хорошо, и прочих, и те, которые следуют за востоковедами. И делая это, они тем самым вносят сомнения в души людей, особенно в души молодых людей. Тех людей, у которых нет знаний, тех людей, у которых нет понимания и знаний исламской истории. Они вводят сомнения в их души относительно славной истории ислама, относительно славной истории их праведных предшественников. Вносят сомнения в их душу относительно того, что они были лучшие поколения этой уммы. Хорошо? Для чего? Тем самым потом переходя к следующей стадии. Следующая стадия — это уже укол ислама самого. Укол в сторону самого ислама. И порочнее самого ислама и разделить мусульман друг с другом, разделить их слово. Хорошо? И чтобы бросить ненависть в сердца мусульман друг к другу, и бросить ненависть, зародить ненависть в сердцах поздних поколений этой уммы, ненависть к кому? К началу этой уммы, то есть к предшественникам этой уммы. А Аллах Субхану ва Тааля говорит, что в Коране, как мы еще сказали, в суре Хашр: «Валлазина джа'у мин ба'дихим», а те, которые пришли после них, после сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо, якулуна раббана гфир лана, говорят: о Господь наш, прости нам, вали ихванина лазина сабакуна бил иман, и нашим братьям, которые опередили нас в религии, валя таджаль фи кулубина гилля лиллазина аману, и не устраивай в сердцах наших злобы и ненависти по отношению к тем, которые уверовали. Раббана иннака анта рауфур рахим, а наш Господь, поистине ты сочувствующий и милосердный. Следующий раздел посвящен тому, что нельзя ругать сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и имамов прямого пути. Во-первых, запрещенность того, чтобы ругать и порочить сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Важнейший принцип ахля сунна валь джама, один из важнейших принципов, это то, что наши сердца и наши языки свободны и чисты, и обезопасены от того, чтобы ругать сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как в том аяте, который только что мы упомянули: «О Господь наш, не делай в наших сердцах злобы тем, которые уверовали». Мы делаем это, подчиняясь этим словам Аллаха Субхану ва Тааля и подчиняясь словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Ля тасуббу асхаби», не ругайте моих сподвижников. «Фаваллади нафси биядихи», поистине клянусь тем, в чьей длани моя душа, «Лау анфака ахадукум мисля ухудин захаба», если кто-то из вас потратит
золото величиной с гору Ухуд, ма балага мудда хадим валя насифа. Все равно не достигнет даже мудда, потраченного ими, и даже половины мудда. Ахля сунна валь джама отрекается от пути рафидитов и хариджитов. Те, которые ругают сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и ненавидят сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и отрицают достоинство сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и говорят, что все они стали кафирами, кроме немногих, и все они сделали ридду, кроме немногих, которые говорят, что большинство из них стали кафирами. Ахля сунна валь джама принимает и верит в те достоинства, которые сообщаются в Коране и Сунне, достоинства сподвижников, да, и убеждены, что они сподвижники хайруль курун, то есть лучшие из поколений. Потому что это сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе, который приводится в обоих сахиха, сказано, что лучшее поколение в этой уме это мое поколение. И на основании хадиса, в котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что моя умма разделится на 73 группы, все они в огне, кроме одной. А кто это одна? Он сказал, «Гум ман кана аля мисли ана али». Это те, которые придерживаются того, на чем стою я сегодня, ва асхаби, и мои сподвижники. Это похвала и рекомендация от пророка саллаллаху алейхи ва саллям его сподвижникам. И он умер, алейхиссалату вассалям, довольным, будучи довольным своими сподвижниками. И один из известнейших шейхов, учителей имама Муслима, Абу Зур'a, он говорит, если ты видишь человека, который умаляет достоинство кого-то из сподвижников, то знай, что этот человек зиндик. Он еретик. Он еретик. Хорошо. Почему, говорит он? Потому что Коран это истина, посланник это истина. То, с чем он пришел, это истина. А кто нам донес все это, если не сподвижники? Говорит он. Кто нам донес все это, если не сподвижники? И тот, кто порочит их, говорит он на самом деле хочет опорочить Коран и Сунну. Но он сам тот, который достоин опорачивания. Он тот сам, который достоин того, чтобы о нем сказали, что он зиндик, что он заблудший. Хорошо? Поэтому сказано, говорит Ибн Хамдан, великий ученый, выдающийся, он говорит, что тот, кто ругает кого-либо из сподвижников, поносит их, считая, что это дозволено ему делать, так, то это куфр. Хорошо? Тот, кто не считает, что это дозволено, то это фиск. Хорошо? И некоторые говорят, что вообще куфр. Дозволено считает или не дозволено. Хорошо? Тот, кто говорит, что сподвижники были фасиками, или они были кафирами, или сомневается в их религиозности, то это куфр. Тот, кто ненавидит сподвижника, это куфр. Хорошо? Если человек упоминает какие-то вещи, не связанные, может быть, с религиозностью сподвижника, да, не имея ненависти к нему, но упоминает какие-то недостатки сподвижника, говорит, ну вот здесь он допустил трусость, там, здесь он допустил там что-то, да, то это великий грех. Это великий грех. Это что касается поношения сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тот человек, который поносит сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, тем самым порочит самих сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, порочит пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что человек, он такой, каково его окружение. Человек такой, каково его окружение. Каждый человек стремится к тому, каков он сам. Хорошо? И если такие сподвижники, значит, это как бы косвенное указание, что таков же и пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Это оскорбление Аллаха субхану ва тааля. Указание на то, то есть они пытаются указать тем самым, что Аллах субхану ва тааля не мудр. Почему? Потому что как он мог избрать для своего последнего из посланников и лучшего из посланников таких сподвижников? Это опорочивание и сведение на нет всего исламского шариата, потому что весь исламский шариат передан сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть насколько непростая вещь ругать сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. К сожалению, сегодня распространяются в нашей среде, да упасет субхану ва тааля, такие вещи, как порочение сподвижников, в частности Муавия радаллаху тааля. Мы не считаем его сподвижником, или он сделал так-то, или он сделал так-то, посягая на достоинство одного из величайших сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о которых есть достоверные хадисы, в которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит про Муавию радаллаху тааля, делает за него дуа, о Аллах, сделай Муавию идущим прямым путем и ведущим прямым путем. Хорошо? И где он говорит, о Аллах, научи его письму
и счету, и избавь его от наказания ада, и другие достоинства Муавии, которые перечисляются в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорят ученые, что было критерием вообще ахля сунна валь джамаа, это отношение к Муавии, радиаллаху та'аля. То есть, если человек плохо относится к Муавии, ругает его, то это доказательство того, что он не относится к ахля сунна валь джамаа. И если он считает, что Муавия это халюль му'мин, то есть дядя верующих, потому что он брат кого? Хабибы, да, Рамли, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он получается дядя верующих, поскольку жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это матери правоверных, значит он дядя правоверных, хорошо. Они ахля сунна валь джамаа, то есть критерий принадлежности их ахля сунна валь джамаа. И второй подпункт здесь это запрет ругать имамов прямого пути из числа ученых этой уммы. Те, которые следуют за сподвижниками по своему уровню, своего достоинства, по уровню своей неприкосновенности, по своему статусу, это имамы прямого пути. Из числа последователей, то есть табиин, атбаут табиин, из вот этих вот поколений, превосходящих остальные поколения, которые сказано в хадисе Имрана ибн Хусейна, как мы сказали. И те, которые за ними последовали из числа ученых. Сабикуна лаувалуна миналь мухаджирин ва ансар валлазина табаухум би ихсан, сказано. Первые, опередившие числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними строго. Хорошо? Рады Аллаху анхум, Аллах доволен ими. Нельзя ругать или умалять достоинство кого-то из имамов прямого пути. Потому что Аллах субхану тааля говорит: «Вамай юшакки расуля мин ба'ди ма табина лахул худа». А те, которые противостоят пророку, после того, как стало им известен, прямой путь стал им известен. «Ваяттаби гайра сабиль му'минин», следует не по пути верующих, но валлихи ма тавалля. Мы его обратим к тому, к чему он сам обратился, ва нусли джаханнам, и сожжем его в аду, ва саат масира, как плохо это место пребывания, место возвращения. Поэтому каждый мусульманин, он, во-первых, должен иметь муваля, то есть любовь, да, дружбу, любовь, близость к кому? Во-первых, к Аллаху и его посланнику, а потом к верующим людям. На это указывает Коран. Особенно же из верующих людей он должен любить, уважать и почитать из верующих людей кого? Тех, которые являются варасатуль анбия, то есть наследниками пророков. Тех, которых Аллах субхану тааля сделал звездами, по которым люди находят прямой путь. То есть тех ученых, относительно которых единодушны верующие люди. Хорошо, что они ученые, что они имамы прямого пути. Потому что они преемники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой умме. Потому что они оживляют то из сунны, что умертвили люди, что не исповедуют люди. Хорошо? Потому что они исповедуют книгу, и книга рассказывает о них. Коран и сунна, он, который рассказывает о них и указывает на них достоинства. Все они единодушны, ученые, что нужно следовать, и это ваджиб, следовать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если мы увидим, что чье-то мнение из них не соответствует достоверному хадису, мнение ученого не соответствует достоверному хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы обязательно должны знать, что раз он оставил этот хадис и не пошел за ним, значит у него есть какая-то уважительная причина. Из-за которой мы не можем ругать его или полоскать его. Какие могут быть уважительные причины? Эти уважительные причины три. Во-первых, он может быть убежден, был этот имам, или этот ученый, что этот хадис не был произнесен пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, недостоверное сообщение. Хорошо. Либо он вообще не знал, что пророк произнес такие слова. То есть, до него вообще не дошел этот хадис. Либо, если дошел, то он был убежден, что этот хадис, что? Не был произнесен пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, не был уверен в его достоверности. Это уважительная причина. Хорошо. Вторая уважительная причина, что он не был уверен или он не считал, что в этих словах пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, имеет в виду именно это. Хорошо, то есть у него было другое понимание этого хадиса или этих слов. В-третьих, уважительная причина, что он считал, что этот хукм, который оговорен в этом хадисе, он мансух, то есть он аннулирован, он уже аннулирован. Хорошо. Как бы то ни было, у них превосходство над нами, и мы обязаны им, потому что они те, которые донесли и доносят до нас шариат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.
Они те, которые разъясняют нам то, что для нас скрыто, то, чего мы не видим. Аллах Субхану Тааля доволен ими. Пусть Аллах Субхану будет доволен ими, и как в аяте, как мы уже упоминали, да? Рады Аллаху анхум, раду ан, довольны ими Аллах, и они довольны Аллахом. Умалять же достоинство ученых, или ругать ученых, из-за ошибки, которые, у них ошибки иджтихада, да? Ошибки на основании иджтихада, которые произошли со стороны некоторых из них, это путь Ахлюль Бида, это качество Ахлюль Бида. Одно из самых ярких качеств Ахлюль Бида — ругать ученых прямого пути. Ученых, следующих строго путем предшественников. Это их качество — полоскать этих ученых. И это входит в планы тоже врагов этой уммы. Они пытаются заронить тем самым шек, то есть сомнения в религии ислам. Хорошо. Посеять раздор между мусульманами. Сделать так, что поздние поколения этой уммы не следуют и отрекаются от первых поколений этой уммы. Чтобы внести раскол, то, что сегодня произошло, к сожалению, раскол между молодежью уммы и учеными уммы. Поэтому нужно на это особо обратить внимание людям, людям, которые ищут знания, особенно которые в начале пути. Хорошо? Уберечься от тех людей и от того, что они делают, которые порочат достоинство ученых или порочат достоинство факихов, хорошо, исламских факихов, говорят, что не надо учить или не пользуются тем наследием, которое они оставили, хорошо. И тем самым это лишает возможности их и уму как? Воспрянуть и подняться, которые не уважают ученых, которые распространяют разные заблуждения и разную клевету по поводу ученых. И мы еще раз говорим, что гиба, то есть злословие, оно запрещено. Злословие значит есть мясо твоего брата, умершего. Что значит умершего? Почему умершего? Отсутствующего. Его нет здесь, а ты ешь его мясо. А есть мясо ученых, это еще хуже. Это значит есть отравленное мясо, говорят ученые. Потому что мясо ученых отравлено. Почему? Потому что тем самым человек льет воду на мельницу шейтана. Потому что шейтану только это и нужно. Чтобы опорочить ученых, а потом, опорочив их, уже он опорочит то знание, которое есть у них. И люди уже, не уважая ученых, не уважают после этого то знание, которое есть у ученых. А не уважая это знание, они потом обращаются в сторону невежд, которые провоцируют их, которые бьют на их эмоции, бьют на их чувства, обращаются в сторону этих невежд и идут за ними. А это и нужно шейтану. Повести людей за невеждами, которые приведут к пропасти, умму. Просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он сделал нас из тех, которые следуют за праведными учеными, за набожными учеными, учеными Ахля Сунна валь Джамаа, учеными, которые следуют по пути праведных предшественников, чтобы мы жили в этой акиде, в этих убеждениях и умерли в этих убеждениях.